консерванты, они предназначены для того, чтобы убить вредные микроорганизмы или не допустить их развития. Они направлены на то, чтобы подавлять живое. Ну и, естественно, попадая в наш организм, они будут заниматься тем же самым. Пища, которую мы потребляем, должна быть натуральной. Но живой продукт быстро портится. Для покупателя это неудобно, для производителей это неприемлемо. Чтобы сохранить, а затем выгодно продать продукт, его сначала сознательно умерщвляют. Чтобы доставить фрукты, овощи к нам из заморских стран, естественно, они подвергаются обработке, в основном химической обработке, для того, чтобы дошли зрелыми, красивыми, не попортились. Не портится виноград, лежит месяцами. Не портится перец болгарский, цветной, да? Как такое возможно? То есть это, безусловно, обработанные овощи. Яблоки обрабатывают тонким слоем парафина или воска. Это не только придает фрукту аппетитный глянцевый блеск, но и позволяет хранить его почти 2 года. Смыть восковой налет, просто ополоснув яблоко водой из-под крана, невозможно. Необходимо как минимум несколько минут чистить его щеткой под горячей водой. Все наверняка видели на рынках, в магазинах прекрасную курагу. Вот. Тоже могу предостеречь людей, которые обращают внимание на свое здоровье. Она не могла так высохнуть и подкоптиться. Существуют определенные категории жидких дымков, химических соединений, которые обрабатывают сухофрукты. Если курага высохла сама, она будет иметь очень непрезентабельный вид, но в ней зато сохранятся и все аминокислоты, и все антиоксиданты, и витамины. Картофель фри пользуется большой популярностью во всем мире. У братьев Макдоналдс картошка всегда была головной болью. Пользуясь спросом не меньше гамбургеров, она отнимала кучу времени. Тогда успешный картофельный фермер J.R. Симплт и его химики взялись за усовершенствование технологии быстрой заморозки. Современный картофельный завод – торжество прогресса. Полное автоматизирование процесса. Картошку сортируют, моют, сушат под паром так, что отваливается шкурка. Затем автоматически режут и опускают в огромные чаны с кипящим маслом. Жарят до легкого хруста и замораживают. После этого упаковывают и везут в ресторан. Взяли лучшую картошку. Через 40 минут картошка почернеет. Каким образом предприятиям фастфуда удалось добиться, что картошка не чернеет вообще? То есть это химические реакции, это добавление химических консервантов, антиокислителей, химических реагентов. Вот простой эксперимент. Готовый картофель фри из фастфуд-заведения и картошка, выращенная на собственной даче и приготовленная в домашних условиях. Оба блюда мы помещаем в стеклянные банки, нумеруем и оставляем до лучших времен. 3 дня. Картошка номер 1, приготовленная в домашних условиях, начала покрываться плесенью. А вот образец номер 2, картофель фри из заведения быстрого питания, изменился мало. Неделя. Вот что стало с картофелем, который был приготовлен собственноручно. И вот картофель, который был куплен в фастфуд-заведении. 2 недели. Картофель номер 1 полностью покрылся плесенью. Картофель номер 2 спустя 2 недели лишь чуточку усох. Влага испарилась, но ведь это закон природы. 3 недели. С фастфуд-картошкой ничего не происходит. Она выглядит практически как только что купленной. А ведь это было 3 недели назад. Картофель, который был приготовлен собственноручно, уже не узнать. 6 недель. Вот образец номер 1, а вот образец номер 2. Прошло 1,5 месяца. Комментарии излишни. Я бы предпочел съесть печеную картошку в кожуре, потому что под кожурой содержатся те минеральные вещества и витамины, и в кожуре, которые способствуют ее лучшему усвоению, выведению, чего нет в картофеле фри. Зайдите в любой магазин. Около 90% всех продуктов, которыми заставлены полки, прошли предварительную обработку. Уже 50 лет мы питаемся пищей, которая является достоянием химической промышленности. Чудес в природе не бывает. Мы берем малосольную селедку. Ну как ее сохранить? И химики-ученые придумали оригинальную вещь.
Они в малосольную селедку, чтобы она не портилась, добавляют походное горючее или так называемый уротропин, который сам по себе для организма не является смертельно опасным, но он и не сохранит селедку на длительное время. Что придумали пищевики? Они придумали добавить туда немножечко уксуса. Просто добавили немножечко уксуса в селедочку. Казалось бы, это только улучшит вкусовые качества, но, к сожалению, уротропин, взаимодействуя с кислотой, переходит в страшно опасное вещество, которое называется формальдегид, которое запрещено к применению и которое является практически смертельно опасным для живой клетки. Для справки, формальдегид – газообразное бесцветное вещество с острым запахом, внесен в список канцерогенных веществ. Обладает хронической токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему. Водный раствор формальдегида формалин свертывает белки. Применяется для дубления желатина при производстве кинофотопленки и для консервации биологических материалов, то есть бальзамирования. Вот почему директоры кладбищ Парижа, Милана, Гамбурга, Кёльна в один голос жалуются, что у них уже не хватает мест под новые захоронения. Но не все так страшно. Любителям селедки следует просто покупать сильно соленую рыбу и вымачивать ее в воде.